Одним из величественных дел пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, был зикр, поминание Аллаха. Зикр – это правитель, приближающий ко Всевышнему дел и самое достойное деяние. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, больше всех поминал Аллаха. Как сказала о нем Айша, да будет доволен ее Аллах, пророк, алейхиссаляту вассалям, поминал Аллаха во всех состояниях, во все времена делал зикр. Когда один человек спросил его: «О посланник Аллаха, увеличились ли для меня заповеди ислама? Наставь меня на что-либо, выполнив которое я войду в рай». Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Пусть твой язык не перестанет быть влажным от поминания Аллаха». У пророка, алейхиссаляту вассалям, был обычный вид поминания Аллаха. Во все времена, в разных состояниях он читал зикр. От рассвета до заката все его дела были связаны с поминанием Аллаха, с басмалой, с обращением к Аллаху и восхвалением Его. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также читал аскары, связанные со временем, аскары, читаемые утром, и аскары, читаемые вечером. Мы дожили до утра, и этим утром владычество принадлежит Аллаху. О Аллах, я рад этому утру, как Твоему дару благословения, благополучия и защиты, и так до конца. Их очень много, и они переданы нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, постоянно был в смиренности, в мыслях об Аллахе и побуждал сподвижников делать зикр. При каждом удобном случае он рассказывал им о большом воздаянии за зикр. Однажды, когда он со сподвижниками проходил мимо горы Джумдан, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал им: «Проходите по Джумдану смиренно, тут проходили муфарридуны». Тогда они спросили: «О посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, кто такие муфарридуны?» Он ответил: «Те, кто много поминают Аллаха». Пророк, алейхиссаляту вассалям, любил маджлисы зикров, когда люди собирались для зикра. Однажды он вышел к сподвижникам и застал их поминающими Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил их: «Что заставляет вас сидеть здесь?» Они ответили: «Мы собрались, чтобы поминать Аллаха и воздавать Ему хвалу за то, что Он привел нас к исламу и даровал его нам». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «И вы можете поклясться Аллахом, что вас заставляет сидеть здесь только это?» Они сказали: «Клянемся Аллахом, только это и заставило нас собраться здесь». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, я попросил вас поклясться не потому, что подозреваю вас в чем-то, но ко мне явился Джабраиль и сообщил, что Аллах гордится вами перед ангелами». Человек должен познать и почувствовать смысл того, что когда люди собираются для зикра, Аллах ими гордится. Всевышний сказал: «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя. Кто помянет меня среди людей, того я помяну среди лучших творений». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые странствуют по дорогам в поисках тех, кто поминает Аллаха. Когда же они находят тех, кто поминает Аллаха, то зовут друг друга: скорее, здесь то, что вы искали». И они окружают поминающих своими крыльями до самого нижнего неба. Большое количество ангелов собираются от маджлиса до небес, а потом, когда ангелы возвращаются, Аллах спрашивает у них: «Что делали мои рабы?» На что ангелы отвечают: «Они восхваляли тебя, воздавали хвалу, поминали и так далее». Тогда Аллах произносит: «Я свидетельствую вам, что прощаю все их грехи». Но один из ангелов говорит: «О Господь, среди тех людей был тот, кто просто зашел спросить кое-что у одного из читающих зикр». Аллах говорит: «Это мои возлюбленные, которые делают мне зикр. Кто бы ни пришел в их круг, прощаю его». У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, были аскары, в которых он постоянствовал, и рекомендуется каждому, следующему за посланником, саллиллаху алейхи вассалям, не оставлять эти аскары. Самые лучшие аскары, самый лучший зикр и лучшее из того, что говорил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и другие пророки, это «Ля иляха илляллах», это слова искренности, единобожия и ключ от рая. Человеку рекомендуется поминать Всевышнего много, без ограничения. Величественными аскарами являются «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахи аль-азим». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Два слова, легкие для языка, тяжелые на весах, любимые для милостивого. Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи аль-азим».
Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, рассказывали, мы повторяли в маджлисе с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, 100 раз: «Рабби гфирли ва туб аля иннака анта таувабур рахим». Мусульманину рекомендуется не оставлять этот зикр, зная, как посланник, алейхиссаляту вассалям, стремился к этому во всех маджлисах. Также важными считаются и другие благие аскары. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: говорить «Субханаллах, вальхамдулилля, ва ля иляха илляллаху, валлаху акбар» лучше для меня, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в ночь Вознесения я увидел человека, погруженного в сияние арша. Я спросил: это пророк? Ангел Джабраил ответил: нет. Тогда я спросил: ангел? Джабраил сказал: нет. Я спросил: кто тогда? Джабраил сказал: человек, который много и часто поминал Аллаха. Самый важный аспект в зикре – это смирение сердца и чувство осознания того, что Аллах смотрит на тебя и что Он с тобой, что Аллах поминает тебя, когда ты поминаешь Его. В этом и заключен смысл того, о чем Аллах сказал в своей книге: «Поминайте меня, и я вас помяну». Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, также обратил на это внимание во многих хадисах кудси. «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя. Кто помянет меня среди людей, того я помяну среди лучших творений». Когда человек осознает этот смысл, то познает ту связь, которая бывает между ним и Аллахом. Сказано: «Я с моим рабом, пока он поминает меня». Так дошло до нас от посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, чтобы мы возвысились в степени имана, познания милостивого и получили тайны. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».